Egash sautire fashivet. Dovan khosh mafande jagen na kashtartan. Jdar narma khishtartam nama khovn fala. Mane kashtarda chi udonan mafande jagen. Mana nafunkt takhay, nabat takhay. Mana khatir fawat вршага зурзан фала. Самой мафалдар адам бомбаруй. Хотел поговорить я о наших застольях, о праздниках, на кофтатахай, на боттатахай. Мы называем себя аланами, называем себя осетинами, нариухойгая ирон фазурам фала. Насорна гашкабирата не дотягивают до такого имени. Нафдалта кутсардыштыма нарфашиват кутсарынс. Удонышты жахма валарф. И хочу младшим нашим сказать, старшим, наверное, не пристало мне получать, хотя бы младшим хочу донести, что наш осетинский стол на Иронфенге это является алтарем. Не для одного осетина, который изучал историю из правильных источников, не секрет, что Алания до 12-13 века, до нашествия монголо-татар, была православной страной. Соответственно, религиозный уклад и все связанное с духовной жизнью было устроено по православному. 800 лет у нас не было ни храмов православных, ни священников. И наши предки что смогли, донесли. Но даже вот эти отголоски от православия аланского, они несут в себе основной смысл. Ержарга на финг. Наш осетинский стол, вот этот длинный стол, является подобием алтаря, который находится в храме. Люди, которые приходят за этот стол, садятся, они приходят не для того, чтобы поесть, не для того, чтобы там обсудить какие-то вопросы, даже, может быть, важные какие-то темы. Они приходят для того, чтобы помолиться. Ержарга кад жианы фингу, вада адамр босам, самай чифажиани, хусаума самай шкувой, ма сагбаштама чиахашт, уман хусау самай хушдар бнатратта. Ножу манер санс, халин манер баденс. То же самое ковджарга, ишка манкахс каненс швалдонан лапуяна. Люди приходят не для того, чтобы просто, в том числе и порадоваться, но в первую очередь для того, чтобы помолиться Богу, возблагодарить Бога. Нештар катчин хосавен табу жагын, машкувен оце гцел лапуян. Это не должно превращаться в какое-то подобие посиделовки или какое-то, увеселительного мероприятия. Особенно, что уже нередкость мы видим на поминках. Люди уже, и некоторые, в том числе и старшие, совсем потеряли. Целконажен с бахатырками, туат малым барынс, саварфенгу, хиштыбфенгу и синзинаду. И вот этот наш осетинский стол, он является алтарем. Алтарем, за которым приходят мужчины, достойные. Не забывайте, в первую очередь, за стол сажали людей достойных. Достойных – это значит людей чистых, которые своей жизнью и своими поступками заслужили право сидеть за этим алтарем. Мою куткуфтой, хиштаривра куфта, дынджершикая. И потом из этого рога все по очереди добавляли молитву и отпевали. И таким образом это была такая коллективная, соборная молитва, обращение к Богу. Не пьянка, не посиделовка, не развлекаловка. Потому что это место являлось как бы храмом. Вот этот стол являлся алтарем храма, за которым совершалось богослужение. Именно поэтому запрещалось категорически за столом разговаривать на какие-то
не просто отвлеченные темы, а вообще какие-то обсуждения, не касающиеся молитвы. И если многие помнят наверняка, если, может быть, кому-то даже посчастливилось получить ухо от барана или быка, это такая традиция, когда если старший за столом, хиштариоку феттаур каштаржага сдартаур тазуры шушагай дарват махиштар мана кушиян хашма вадиу ралык кутуй кушартаган. Отрезали ухо с головы жертвенного барашка, который лежит на столе возле старшего, и передавали это ухо тому человеку, который не слушает или ведет какие-то праздные разговоры за столом. Вот. Это тоже подчеркивает всю серьезность, так сказать, мероприятия, за которым сидят эти люди. Вот, так что курунва лапута лакта фенгай ханджелак когмара жут. Это место молитвы, это место чистых помыслов. Мамады как хайдар насчет того, что в последнее время за столом, именно вот за таким столом, я не имею в виду обычный прием пищи, когда там люди собираются или в гости кому-то приходят. Вот я имею в виду именно вот такие кофта, жьянта, чензахшафта. В последнее время мы видим, что люди сажают и мужчин, и женщин за одним столом. Никогда такого у осетин не было. Мы также знаем, что и наши соседи, которые сейчас мусульманами являются, они тоже не сидят за столом. Я, честно говоря, не берусь за них говорить, но у осетин это явный отголосок православия, потому что это не значит, что женщина, она какой-то человек второго сорта, или она чем-то хуже мужчины, или недостойней, или ее молитвы Бог не примет. Нет, категорически это не так. С точки зрения православия женщина равна хосау шалгоймага кувдна, офтада куши коднал гоймага кувдна. Так что Бог слышит молитвы мужчины и женщины одинаково. Но дело в том, что женщин сажали не из-за того, что не сажали за стол, не потому, что они какие-то не такие бахатырканут или что-то в них какой-то изъян. Нет, просто там, где произносится молитва мужчинами, там, где они сидят, они же все-таки выпивали, хоть и не сильно алкогольный, но все равно признается это горячительным напитком. И если у мужчины, который сидит за столом и который немножко выпил, рядом будет женщина, то хочешь не хочешь, у него его помыслы, его мысли и взгляды будут рано или поздно падать на эту женщину. Вот. И в состоянии таком под шофе, так скажем, понятно, что ни о какой духовности этот мужчина уже думать не будет. Ни о каком поминании Бога, ни о молитве за усопшего или за маленького мальчика. Вот. И именно поэтому стол разделялся. Даже в одном помещении, это говорится о том, что в одном помещении даже столы не ставили, чтобы мужчины и женщины не видели друг друга. Вот. Поэтому я вас прошу, молодежь, уважайте себя. Если вы себя не уважаете, конечно, никто вас и нас не будет уважать. Человек, который не уважает себя, естественно, и другого уважать не будет. Вахисан орх жонут, вафынган вафыдалтан, ватуган орх жонут. Не превращайте себя в посмешище. Ман хотыр фават кадишты фарадыттан. Мажардаван хождар зуры жағы. Она не жут, ман хусау хошкана гуат. Тренировка канут. Ирон катта, ват тренировка ка.